цифрами показать, как в регионах России, здесь совершенный механизм по времени, земля, воду, подключение, то есть вот те вещи, которые нужны для предпринимателей. Деятельность аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей обсудили у главы Ингушетии. Магаз дом рождения. Мы радуемся, очень красиво отмечаем, везде ходим. В эти дни мы отмечаем дату рождения столицы Древней Алании, Магаса, возрождение города Солнца и новые страницы истории в выпуске. У каждого своя мера щедрости и благодушия, но есть общий повод их проявить. Год волонтера. Задачи и инициативы обсудили на семинаре СКФО. В рамках обычного банка открывается дополнительный офис, открывается отдельный корсчет. В рамках продуктов исключаются кредиты, вклады. В чем выгода и насколько халяльны услуги? Перспективы развития исламского банкинга озвучили в Магасе за круглым столом. Сработали хорошо, детей вывели, пожарная сигнализация работает, водоем тоже имеется. Обойдемся без огня. В третьей школе селения Плиева прошли учения по противопожарной безопасности. Это новости 24. Добрый вечер. Сегодня Юнусбек Евкуров провел заседание Инвестсовета при главе Ингушетии. Обсудили состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, работы и услуг республики по итогам 2017 года. Ход реализации соглашений, подписанных на инвестиционных форумах в Сочи. Также комплекс мер по улучшению инвестклимата и внедрению лучших практик Агентства стратегических инициатив. Глава Ингушетии отметил, что тема развития конкуренции в субъектах страны на недавно прошедшем в Кремле Госсовете под председательством президента России Владимира Путина было уделено особое внимание. Юнусбек Евкуров призвал всех ответственных лиц соблюдать антимонопольную политику и принципы здоровой конкуренции. Юнусбек Евкуров поручил правительству Ингушетии провести ревизию нормативно-правовой базы системы одного окна для инвесторов для упрощения процедуры оформления, а также выстроить порядок контрольного сопровождения каждого инвестиционного проекта для устранения несовершенств подготовки предложений предпринимателями и защиты интересов государства. Ингушетия по итогам 2017 года стала лидером среди субъектов СКФО по количеству положительно рассмотренных обращений от предпринимателей, поступивших в аппарат регионального бизнес-омбудсмена. Об этом доложил в ходе встречи с Юнусбеком Евкуровым Мурат Хаматханов. Так, в прошлом году им поступило 203 обращения, положительно из которых решено 81%. Поэтому показатель Ингушетия занимает абсолютное первое место среди субъектов СКФО. С начала деятельности института к нам обратилось 881 предпринимателей. Большая часть из них не перерастает в жалобы. Мы даем консультации, и люди уходят. Где-то примерно до 30% становятся жалобами. В настоящее время аппарат уполномоченного работает над разрешением 16 жалоб на работе. Надо сказать, что количество обращений год от года растет. Если взять 16-15, там рост 33,5%, а 17 по отношению к 16 11%. Ну, жалобы, они носят такой характер, скажем, земельно-имущественные отношения. Есть жалобы на распределение грантов, но нередко жалобы, когда предприниматели вступают в конфликт, скажем, с более крупными компаниями. Юнусбек Евкуров положительно оценил деятельность аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей. По его словам, отчет о проделанной работе показывает востребованность института уполномоченного и растущее доверие к нему со стороны бизнес-сообщества региона. Глава также отметил необходимость оказания поддержки начинающим предпринимателям, а также тем представителям бизнеса, кто приносит реальную пользу республике. Нужно было все-таки сделать анализ работы системы одного окна. Потому что сейчас я в ручном режиме смотрю по некоторым инвесторам, которые хотят деньги вложить в республику, но очень долго тянутся вопросы по земле, отводу, по каким-то решениям. Поэтому здесь я просил бы вас анализ сделать, в том числе мы помогли бы тогда и агентству инвестиционной привлекательности.
в чем причина, почему и как, и цифрами показать, как в регионах России, где совершенный механизм по времени, земля, воду, подключение, то есть вот те вещи, которые нужны для предпринимателей. Сегодня во Владикавказе в рамках соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между общественными палатами СКФО состоялось совместное заседание Советов общественных палат Ингушетии и Северной Осетии. На встрече присутствовали как члены общественных палат, так и федеральные инспекторы обеих республик. Представители молодежного парламента также не остались в стороне. Все подробности у нашего корреспондента Светланы Томовой. Процесс становления гражданского общества существенным образом влияет на развитие государства в целом и его регионов в частности. Потому такие площадки для обмена опытом представителей общественной палаты и молодежного парламента просто необходимо, отмечают собравшиеся. Гражданское общество – это люди, активные люди, неравнодушные люди, которым не безразлична судьба нашей страны, судьба наших регионов. Поэтому надеюсь, что и в наших общественных палатах именно такие люди. Я считаю, что общественная палата в любого субъекта – это центральный институт гражданского общества, который цементирует деятельность всех общественных объединений. Встреча представителей общественной палаты Ингушетии и Северной Осетии проходит впервые. И потому члены палаты с обеих сторон делятся своим богатым опытом работы по ключевым направлениям деятельности. С недавнего времени общественная палата наделена ответственным правом проводить экспертную оценку принимаемых парламентом республики законов. А это значит, что мы можем вместе принимать самое активное участие и принимаем в разработке социально важных законопроектов республики. И что еще не менее важно, своим прямым участием повышаем качество принимаемых законов. Федеральные инспекторы Ингушетии и Северной Осетии отметили, что подобные встречи способствуют налаживанию мира и согласия соседних республик. Потому их необходимо проводить как можно чаще. То, что работу проводит общественная палата в плане межнационального мира и согласия, это тоже очень важно, очень позитивно. Я думаю, что такие встречи, вот в решении написано, что раз в год проводить, я думаю, хотя бы раз в полгода проводить. Не реже, да, написано. Не реже, да. Вот. И под эгидой общественной палаты, я думаю, что есть смысл проводить встречи различных общественных организаций Республики Ингушетия и Республики Северная Осетия Алания, чтобы общественная палата выступала инициатором и принимала активное участие во всех встречах. Представители молодежного парламента отмечают, что на подобных заседаниях черпают для себя много информации. Именно подрастающее поколение должно способствовать миру и консолидации отношений между двумя соседними республиками. Я получил ответы на многие свои вопросы. И мы, являясь, скажем, кадровым резервом парламентаризма в Ингушетии, в республике, в принципе, должны уметь общаться с другими нациями, с нашими соседями. Сегодня представилась хорошая возможность познакомиться с коллегами из Республики Ингушетия и обменяться контактами и уже договориться о следующих подобного рода встречах уже между молодежными парламентами двух республик. И также реализовывать какие-то совместные проекты. Представители обеих делегаций отметили важность сотрудничества и взаимной помощи палат регионов по вопросам развития и укрепления гражданского общества на территории субъектов России. Также подчеркнули желание сторон расширить общественные связи и обмениваться опытом своей деятельности. Мы сегодня очень интересно поговорили о необходимости дальнейших встреч для того, чтобы развивать добрые дружеские отношения между нашими республиками. Они на хорошем сейчас уровне, но их необходимо углублять, развивать и совершенствовать. Мы говорили сегодня с нашими коллегами из Северной Осетии о том, что нельзя зацикливаться в своей скорлупе. Необходимо, чтобы это взаимодействие было на уровне всего Северокавказского федерального округа. И пресс-релиз, который мы приняли сегодня, вполне отражают состоявшуюся встречу и способствует, несомненно, я думаю, дальнейшему развитию добрых, дружеских отношений между двумя нашими
республикой, между нашими народами. Это опыт работы по взаимодействию по самым разным сферам деятельности общественных палат. В частности, очень заинтересовала нас работа по формированию независимых общественных комитетов, которые существуют при различных наших министерствах. Мы обсуждали опыт работы в сфере здравоохранения, в сфере межнациональных отношений. Нашли очень много точек соприкосновения, по которым нам следует активно работать, потому что гражданское общество – это основа основ. От него зависит развитие региона, от него зависит развитие всего государства. Обсудив вопросы повышения роли общественных институтов в соответствии с современными реалиями, участники дискуссии приняли план совместных мероприятий на ближайшую перспективу. Он, в частности, предусматривает выстраивание сотрудничества на принципах взаимного учета интересов, обмен опытом работы и расширение контактов между некоммерческими организациями двух республик. Светлана Томова, Магомед Урусханов. Новости 24. Магаз – город с многовековой историей. В эти дни мы отмечаем дату рождения столицы Древней Алании. Ей исполнилось 1075 лет. Город одновременно древний и юный. В сочетании прошлого и настоящего кроется его главное достоинство. Современный Магаз основан по указу первого президента республики в 1994 году. В сердце нашего региона проживает более 7 тысяч человек. Об истории города Солнца, его жителях и о празднике в целом. Репортаж Индиры Манкиевой. Город Магаз – столица исчезнувшего государства Алания. Первые упоминания о нем появились в 943 году в письменных источниках знаменитого летописца тех времен Аль-Масуди. Магаз располагался на пересечении торговых путей с юга на север и с востока на запад. А в самом городе активно процветало гончарное, железное, ювелирное и ткацкое дело. Являясь стратегически важным объектом, Магаз всегда был желанной мишенью вражеских государств. В древних летописях Китая и Монголии аланская столица упоминается в планах захватчиков наряду с такими городами, как Киев. В 1239 году после полуторамесячной осады монголам удалось завоевать столицу Алании. Тогда погибло около 270 тысяч его защитников. Магаз буквально стерли с лица земли. В памяти потомков осталось от него лишь славное имя. На протяжении многих веков о древнем государстве и ее столице нигде не упоминалось, и лишь 24 года назад исчезнувшая столица вновь возрождается. Современный город основан по указу первого президента республики в 1994 году на месте разрушенной в 1239 году столицы Алании. В том же году, 23 февраля, был заложен первый камень Магаза, который, следуя завещаниям, должен стать городом мира и согласия. Сегодня у нас есть своя система власти, сегодня у нас есть мудрые старики, у нас есть сегодня духовенство. Я уверен, что и наша столица такая будет чистая, и всеми любимая, и всем доступная, и всем доброжелательная. То, что сейчас современный Магаз располагается на месте древней аланской столицы, говорят множество фактов. Значительное число археологических памятников аланской культуры были найдены и изучены в зоне нынешней столицы Ингушетии. Именно этими доказательствами руководствовались, когда возрождали древний аланский город. К маю 1997 года на территории современного Магаза исследователи выявили 13 курганов, 43 отдельных погребения. Также во время недавней экспедиции археологического центра имени Крупнова и Института археологии ИРАН в селении Якажево была обнаружена погребальная комната. В ней нашли артефакты ранней аланской культуры. Пожалуйста, интересный фрагмент. Это каменная зернотерка, в общем, с плоской стороной одной. В общем, вот мы ее можем видеть. Вот, пожалуйста, вот этой стороной производилось обмельчение зерна. Уже в мае 1998 года был подписан контракт со строительной фирмой на возведение первого жилого микрорайона столицы. В тот же день был презентован первый многоквартирный дом в Магасе. 31 октября состоялось торжественное открытие Дворца президента, ныне главы республики. В январе 1999 года в новые административные здания переехали правительство и Народное собрание региона. А уже 26 декабря 2000 года Владимир Путин подписывает закон о
присвоении столицы Ингушетии наименования Магаз. Так он официально становится столицей Ингушетии. Сегодня город продолжает строиться и развиваться, а население постепенно растет и насчитывает уже более 7 тысяч человек, что немало, учитывая относительно юный возраст Магаса. Его здания сочетают в себе завораживающий восток европейский шарм, а памятники напоминают о древнем происхождении. Все, кто въезжает в город, встречают огромные аланские ворота. Все в духе национальных традиций. 2 воинственных алана охраняют Магас, а стройная горянка с национальными лепешками в руках приветствует гостей в лучших традициях ингушского гостеприимства. Центр притяжения гостей города – башня Согласия, построенная по подобию ингушской боевой башни. Она олицетворяет единение ингушей. Ведь если раньше такие постройки принадлежали отдельным тейпам, то башня Согласия в Магасе – достояние всего народа. Будто бы маяк в море, указывающий путь, указывает на бесценное сокровище нации – историю непоколебимых аланов. Здесь проводятся самые значимые республиканские мероприятия. Ну а смотровая площадка на высоте 85 метров – отличный шанс не только взглянуть на город с высоты птичьего полета, но и восхититься неповторимым видом Кавказских гор. Красивые здания, зеленые аллеи древнего и в то же время самого молодого в России города. Магаз с каждым днем становится все краше. С одной стороны, это уютный городок, гармонично вписавшийся в окружающую природу. С другой – современная инфраструктура. Череду преобразований в столице совсем недавно продолжила велосипедная дорожка и именные автобусные остановки, и современные павильоны с автоматизированными дверями, телевизором, кондиционером и зоной Wi-Fi. С недавнего времени в Магасе запущен и вертолетный тур. Магас – один из немногих городов, который был построен специально как столица. С каждым годом здесь увеличивается количество объектов, многоквартирных домов, школ, детских садов. Со временем город Солнца приобретет другие черты. По замыслу архитекторов, после строительства набережной там появятся пешеходные бульвары, искусственные пруды, лодочная станция и даже свой амфитеатр. Ну а совсем скоро столица пополнится еще одной достопримечательностью – соборной мечетью, рассчитанной на 8 тысяч прихожан. Вновь возрожденный Магас отметил свой очередной день рождения. 1075 лет столице древнего государства Алания и 24 года новому Магасу, центру нашей республики. Город отвлекся от серых будней. Улицы украсили яркой иллюминацией, российскими и ингушскими флагами, под которыми гуляли гости со всей республики. Праздничная атмосфера весь день не покидала никого. Здесь каждый смог найти развлечения по душе. Для самых маленьких бесплатный батут и мороженое, для молодежи караоке, концерт и лезгинка. А вот превратиться в настоящего Алана или примерить образ горянки тоже выстроилась целая очередь. Столько же и желающих поздравить родную столицу. Магаз, дом рождения. Мы радуемся, очень красиво отмечаем, везде ходим. Праздничный концерт открывает выступление танцевального ансамбля «Магаз». На этот раз номер артистов исполнен в историческом стиле. Звезды ингушской, кавказской и российской эстрады поздравляют со сцены своими песнями жителей Ингушетии.
Праздник засиял яркими красками, и этот день не может ничего омрачить. Поздравления слышатся на каждом углу. Тамара Мальсагова помнит, как впервые закладывался камень будущей столицы. Тогда еще сложно было представить, каким красивым и продвинутым станет Магаз. Столица развивается и во всех направлениях, и в культурном плане, и в социально-экономическом. И я думаю, что сегодня она может уже претендовать на одну из современных культурно таких интеллектуально-культурно развитых столиц, потому что у нас сейчас здесь есть все и для молодежи, и для людей старшего возраста отдохнуть, посидеть. Сегодня Магаз – самая современная столица сравнительно молодого региона страны. Здесь постоянно кипит работа, а такие яркие праздники в столице разбавляют повседневную суету. Поздравили жителей столицы с Днем города первые лица региона, глава Ингушетии Юнусбек Евкуров и спикер парламента Зелимхан Ивлоев. 24 года современному Магазу и 1075 лет древнему Магазу. Много веков, столетий проходит, много времени проходит, но история, она всегда остается. Кто хранит историю, у того всегда будет будущее. И то, что до сегодняшнего дня сделано, это только малая толика. Уверен, что завтра, послезавтра этого будет еще больше. Город у нас будет намного краше, намного лучше. И он будет привлекательным, так же, как и сегодня. Огромное количество людей его посещают каждый год. Город становится поистине уже таким туристическим потенциалом республики. Жителей Магаза с каждым днем становится все больше и больше. Мы сами видим, строятся социальные объекты, строятся жилые дома, создаются комфортные условия. В числе приглашенных почетных гостей глава города Пятигорск Андрей Скрепник. По его словам, Магаз действительно солнечный, современный, просторный город с ощутимой многовековой историей. У вас чистый, прекрасный, солнечный город. Жить в нем и радоваться. Я хочу сказать, что город-курорт Пятигорск является базовым городом для приезжающих на лечение. Люди, которые приезжают туда, они хотят посмотреть все красоты Северного Кавказа. И Магаз достоин того, чтобы наши российские граждане, которые приезжают на Кавказские минеральные воды, увидели эту красоту, увидели эти башни, увидели этот прекрасный город. Конкурсы, флешмобы и театральные представления сменяют друг друга, не давая скучать зрителям. Ну а самым красочным выступлением стало огненное шоу. Прозвучало много поздравлений и не только в адрес жителей Магаза. Каждый проживающий в Ингушетии человек городу Солнца относится с большой теплотой. И мы все верим, что впереди у нашей столицы большое и светлое будущее. Магаз и весь Кавказ греешь своим теплом. Будешь гостей встречать добром за щедрым кавказским столом. Пусть не вернутся годы вспять, все же вернулся он. Индира Манкиева, Амина Бокова, Зелимхан Калоев. Новости 24. Работодателям предоставят льготы на оплату отдыха сотрудников, путешествующих по России. Соответствующие поправки в налоговый кодекс одобрили на заседании Госдумы России. Размер таких выплат до 50 тысяч рублей на человека в год. В эту сумму входит оплата билетов в оба конца, проживание и экскурсионные услуги. Авторы законопроекта также предлагают включить в данную статью расходов работодателя затраты на отдых не только самого сотрудника, но и членов его семьи, детей до 18 лет, и при условии обучения на очной форме детей до 24 лет. Налоговые льготы для компаний, сотрудники которых выбирают отдых на территории России, позволят простимулировать рост внутреннего турпотока и повысить интерес наших граждан к путешествиям по родной стране. Ну а сейчас к теме здоровья. Что удалось сделать в этой сфере за минувший год? Каким образом нашумевшая модернизация здравоохранения способна повлиять на самочувствие граждан? Как изменилась география расположения стратегически важных медицинских учреждений? Обо всем этом в деталях расскажет Мадина Пугоева.
Наращивая темпы развития, ингушские медики не перестают покорять новые горизонты. Один за другим в эксплуатацию вводятся новые медицинские учреждения. В 2017-м в Плиево торжественно открыли республиканский центр фтизиопульмонологии. Несмотря на то, что официально запуск состоялся лишь год назад, работу в этом направлении медики начали вести задолго до церемонии открытия. Причем, если вначале врачи проводили операции только больным туберкулезом, то сейчас они успешно оперируют любых пациентов с легочной патологией. Много больных было выявлено, прооперировано на ранних стадиях с онкозаболеваниями. Потому что они поступали, там непонятно была какая ситуация, какое заболевание, попадая в диагностическое отделение, попадая потом, проводя диагностическую туркоскопию, выявляется очень много больных именно онкологических. На протяжении нескольких лет ингушские фтизиатры трудятся бок о бок с доктором медицинских наук, профессором фтизиопульмонологии Дмитрием Гиллером. Каждое проведенное ими успешное оперативное вмешательство – результат длительной подготовки, теоретической и практической деятельности. Имя центру и результаты центра делают не только палаты, стены и оборудование. В первую очередь делают квалифицированные люди. Я потратил более 10 лет на подготовку тех хирургов, которые будут работать в этом центре. И я уверен в том, что они с поставленной задачей справятся. С момента открытия центра фтизиопульмонологии прошел год, однако за этот период врачи успели провести около 200 операций, и это не считая тех оперативных вмешательств, которые проводились ими в этой области ранее. Чуть позже в Плиево торжественно открыли онкологический диспансер. Сотрудники нового медучреждения и министр здравоохранения региона Марем Арабханова устроили для гостей экскурсию по новому зданию. Первое, чем может похвастаться новая лечебница, это современное и многофункциональное оборудование, аналогов которому нет на Северном Кавказе. Позволяет и тяжело больным, которые не могут долго задерживать дыхание, очень быстро эксканировать, скорость сканирования и оценка разрешения экрана, все на очень высоком уровне. Я сразу доволен. Я очень доволен. Ингушские врачи повысили выявляемость недуга на ранней стадии его развития, что в свою очередь влияет на снижение смертности из-за запущенных форм заболевания. В ноябре прошлого года ведущие онкологи России в рамках профильной комиссии представили проект национальной программы по борьбе с раком, который позволит определить направление развития онкологической службы в стране. Некоторые этапы реализации этой программы ингушские медики уже прошли. Сегодня мы подаем новый документ в рамках подготовки к этой программе, и многие позиции по оснащению диспансера, по строительству корпусов нами уже реализованы. В этом смысле можно говорить, что мы в какой-то мере опередили реализацию пунктов той самой национальной программы по борьбе с злокачественным новообразованием. Впрочем, не меньшими результатами радуют и врачи из Республиканского перинатального центра, который открыли в июне прошлого года. В новом центре функционирует отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, оснащенные современными высокочастотными аппаратами, которых в республике доселе не было. Уже в госпитальных условиях проведено лечение или прошли лечение более 10 тысяч пациентов. 2500 родов у нас прошло, около 800 проведено операций, из них операции, которые мы сделали новорожденным нашим ребятишкам, их около 40. Все это стало возможным благодаря поддержке Минздрава России. Побывав на открытии онкодиспансера и перинатального центра в Ингушетии, министр здравоохранения России Вероника Скворцова увиденным осталась довольна и отметила, что нашу республику ждут большие перспективы. Врачи, которые работают и в онкологическом центре, и в перинатальном центре, они прошли потрясающую высокую подготовку с лучшими стажировками в ведущих клиниках страны. Во всех центральных наших и онкологических учреждениях, и в перинатальных наших центрах, в Федеральном центре акушерства, гинекологии, перинатологии имени Кулакова. Я вижу колоссальные изменения в лучшую сторону. Если 4 года назад мы говорили с Юнусбеком Мамадгиреевичем о том, сможем ли мы выстроить систему 3-уровневую, мы говорили, давайте ставим перед собой задачу сделать 1-й и 2-й уровень. А мы выстроили 3-уровневую. И уже сейчас Ингушетия имеет свои собственные высокотехнологичные центры. Я хочу сказать сегодня огромный, просто низкий поклон и огромное спасибо от всего нашего народа вам, за вот такой подарок нам. И, конечно, главному застройщику Ростех Сергею Чемизову, его команде. И тем ребятам, которые строили, Галаева Асхаба. Первый, кто у нас начинал, там, Вязиков Бекхан.
все сделали, вот все выполнили задачу. И этот центр, он не будет, я даю слово, он уже работает. Он не будет так, что мы сегодня отсюда ушли. И я не буду называть там регионы, но вот как центр, типа вот ушли и все так нет, конечно. В 2017-м в эксплуатацию ввели и детскую республиканскую клиническую больницу. В открытии этого объекта также приняли участие почетные гости. Вице-премьер российского правительства Ольга Голодец и министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Они поздравили персонал больницы с открытием нового медицинского учреждения. В сегодняшнем мире все зависит и от рук врачей, но и от той техники и технологии, которые есть в его распоряжении. Здесь очень много молодых докторов, очень много тех ребят, которые еще только учатся, и даже есть подрастающее поколение, которые, как нам кажется, хотят быть врачами. И это замечательно, потому что здоровье нации – это самый главный показатель уровня жизни населения. Поэтому я желаю всем добра, счастья и здоровья. Вам желаю профессионального роста, счастья. Ну и, конечно, чтобы всегда наши дети были здоровы и приходили к нам только для профилактики. Ну а если все-таки понадобится помощь, я уверен, что вы, такой профессиональный коллектив, сделаете все от вас зависящее, используя современные технологии для того, чтобы или вернуть, или восстановить здоровье, или же поддержать его. Спасибо еще раз большое, всех с замечательным праздником. После официальной части гостям предложили экскурсию по зданию ДРКБ. На первом этаже детской больницы разместились 3 отделения – приемная, травматологическая и клинико-диагностическая лаборатория. Этажом выше лор-отделение и детская хирургия. Здесь, по последнему слову техники, оборудованы 1 большая и 2 малые операционные. На входе в каждую из них установили бесконтактные двери для стерильности, чтобы после обработки рук специальным раствором не касаться стен и других предметов. Оперативные вмешательства здесь проводят не только ингушские медики, но и врачи из ведущих клиник страны. Недавно в больнице провели ряд пластических операций детям с рожденными дефектами челюстно-лицевого аппарата. В числе маленьких пациентов Исмаил Мистуев. Проблема была в том, что вот некоторые звуки у нас плохо выговаривались, а в принципе вот эстетический вид, он у нас уже был восстановлен еще в раннем детстве, до года. Полностью вот эта губа, она приросшая была к зубам. Открылись, Машка, ротик, видите, вы даже заметно то, что у него вот это все было. Сейчас ему все это исправили. Операцию ему провел профессор и начальник Центра челюстно-лицевой хирургии Московской центральной клинической больницы Геннадий Гончаков, который приехал в республику в рамках соглашения, заключенного с Минздравом Ингушетии. И хотя ингушские медики уже проводят подобные оперативные вмешательства самостоятельно, такой мастер-класс от высококвалифицированного врача принесет немало пользы, уверены они. Позаимствовали опыт. Геннадий Васильевич все комментирует, демонстрирует нам. Мы очень благодарны ему. А в будущем мы поедем туда, в город Москву. Есть уже дети отобранные, которые нуждаются в тамошней операции с технологией и с оборудованием, с аппаратурой. Будем там учиться. Традицией в детской больнице стал и приезд врачей из Татарстана. Хирург-уролог-андролог Наиль Акрамов и заведующий отделением детской хирургии Андрей Подшивалин периодически проводят отбор пациентов, а после приступают и к проведению операций. Не менее успешны достижения ингушских нейрохирургов. Если в 2016-м им удалось буквально пришить пациенту обратно оторванную в результате несчастного случая руку, соединив между собой нервы, сосуды и ткани, то спустя год они провели сложнейшую операцию на головной мозг. Провели декомпрессивную трепанацию задней черепной ямки, то есть мы убрали часть черепа, заднего отдела свода черепа, убрали дужку первого шейного позвонка. В больших клиниках именно такие операции проводятся с пластикой, твердой мозговой оболочкой, используя искусственную пластику. А совсем недавно еще одну уникальную операцию провели и врачи медицинской клиники «Здоровое поколение». Врачи-офтальмологи из Дагестана вместе с руководителем медучреждения Юсупом Байсагоровым сумели вернуть зрение одному из старейших жителей страны Апазу Илиеву. Как таковой сложности не было, но все равно у него слишком перезрелая катаракта была. И в этом отношении пришлось нам еще дополнительно поработать. Но мы справились, операция прошла благополучно. Медики стали чаще проводить профилактические акции. Врачи разворачивают небольшие медпункты не только в учреждениях республики, но и в общественных местах. Увеличилось в этом году и число доноров крови. Постоянную работу с населением проводят и врачи Центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Чтобы повысить выявляемость заболеваний, медики стали выезжать на дом больным. В рамках профилактической акции в специализированном мобильном модуле они могут сделать УЗИ, сдать анализы и проконсультироваться с терапевтом. Параллельно медики повышают и свой профессионализм. В
конце 2017-го в столице республики прошла конференция под названием «Вторая зимняя школа клинициста», в которой приняли участие врачи из различных регионов страны. Проводятся и обучающие семинары. Кроме того, региональный Минздрав с каждым годом увеличивает количество целевых мест в медицинские вузы страны. В планах на будущее не только подготовка профессиональных кадров и оказание высокотехнологичной помощи в республике, но и улучшение качества медпомощи врачей так называемого первичного звена. Это однозначно наращивание высокотехнологичной медицинской помощи, это наращивание медицинских объемов, это повышение квалификации врачебного персонала, это улучшение оказания услуг, медицинских услуг населению республики. И, конечно же, в дальнейшем развитии строительства новых объектов, это строительство амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов. Успехи Минздрава республики в развитии здравоохранения отметили недавно на 10-й Всероссийской научно-практической конференции в Москве. Подводя итоги деятельности региональных министерств, организаторы мероприятия объявили победителем премии за устойчивый рост показателей работы органов управления здравоохранением субъектов России нашу республику. Позитивную динамику развития медицины в Ингушетии отметил Юнусбек Евкуров во время оглашения своего послания Народному собранию. Глава Ингушетии определил ряд задач, которые предстоит решить правительству республики и региональному Минздраву. В первую очередь необходимо продолжить работу по созданию трехуровневой системы оказания медицинской помощи женщинам и детям, повысить доступность высокотехнологичной медицинской помощи и создать комфортную среду и атмосферу доброжелательности в медучреждениях. Раз и навсегда необходимо решить вопрос с нехваткой медикаментов в больницах. Люди должны получать помощь в полном объеме. Нельзя забывать, что человек обращается в больницу с конкретными проблемами и недугом. Задача персонала медицинских учреждений – оказание необходимой медицинской помощи в полном объеме и с высоким качеством. Те, кто об этом забывает, конечно, должны искать себе место, работу в другом месте. На это надо обратить внимание как Минздраву, но особенно, конечно, депутатскому корпусу, который курирует направление здравоохранения. Глава Ингушетии также добавил, что необходимо усилить в регионе профилактическую работу в области здравоохранения, которая реализуется в рамках президентской программы «Здоровая нация» и которая также была отмечена в послании президента России. В ближайшем будущем в Магасе начнется строительство республиканской многопрофильной больницы на 350 мест, на базе которой будут открыты специализированные клиники и кафедры медфакультета ИНГУ. Но в медучреждении также развернут сосудистый центр, травматологический пункт, ожоговое отделение, станцию скорой помощи и поликлинику на 600 посещений в смену. Очень скоро в республике начнут и строительство психоневрологического диспансера. Тем самым здравоохранение в Ингушетии в ближайшее время выйдет на новый уровень, позволив нарастить темпы развития заданных направлений в медицине и даже освоить новые. Мадина Пугоева, Новости 24. Давно не было в криминальных сводках шумной свадебной пальбы. И вот накануне отличились одни из участников свадебного кортежа. Решение громко заявить о себе оказалось весьма опрометчивым, да еще и с риском для собственной жизни и жизни окружающих. Незаконную стрельбу удалось пресечь и оружие изъять. В ходе оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками полиции было задержано 3 участников инцидента и автомобиль, из которого изъяты 2 автомата, 2 пистолета, 1 автоматический охолощенный пистолет, являющийся светошумовым оружием, и боеприпасы для оружия. К совершению преступления причастны 5 местных жителей в возрасте от 21 до 25 лет, 3 из которых доставлены в полицию. Вчера между 11 и 12 часами дня неустановленными лицами, передвигавшимися на автомашине Toyota Lexus на улице Сулейманова города Назрань в составе свадебного кортежа произведена бесцельная стрельба из огнестрельного оружия. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание 2 соучастников правонарушения. Кроме того, ведется доследственная проверка, в рамках которой действиям злоумышленников будет дана соответствующая правовая оценка. В Джейрахском районе проходит окружной семинар, собравший волонтеров со всего СКФО. Обсудили ключевые моменты года добровольца, стратегию развития конкурсных проектов, развитие ресурсного центра добровольчества. Это первый семинар, дающий старт циклу мероприятий по укреплению движения по России. Репортаж Жаридат Халухоевой. Придание статуса каждому году, будь то культура, литература или экология, позволяет направленно развить определенные сферы. Такой толчок получил и год добровольчества, реализация государственной молодежной политики и вовлечение волонтерских и добровольческих отрядов в федеральные и региональные проекты Российской Федерации. Основные направления работы на текущий год. Его ключевым драйвером признан стать Всероссийский конкурс «Доброволец России». Молодые ребята, которые сейчас реализуют какие-то добровольческие проекты, могут принять участие, в дальнейшем выиграть
гранты, соответственно, на поддержку своего проекта, на его реализацию дальнейшую. Доброволец России – хорошая возможность поддержать инициативы каждого неравнодушного человека и рассказать о них всей стране. В этом году конкурс запущен в обновленном формате. Добавлены дополнительные номинации. Создана трехмесячная программа развития и обучения инициаторов проектов. Изюминкой также станет акселерация социально значимых инициатив. Это позволит не только побороться за ресурсную поддержку, а также развить свою идею на период прохождения конкурса, найти партнеров и, возможно, получить гораздо больше, чем финансовую помощь. Мы стараемся оказать максимальную поддержку всем субъектам по, соответственно, развитию всех добровольческих проектов. И предложили коллегам выбрать некий флагманский проект, один проект от субъекта Российской Федерации, который они будут презентовать на различных мероприятиях, в том числе на конкурсе «Доброволец России», и которые будут, скажем, продвигать в рамках всех наших возможностей на федеральном уровне. Создание регионального добровольческого центра и инфраструктура ее поддержки стало еще одной темой семинара. Все волонтерские организации объединяются в одну, тем самым обеспечивая полный комплекс услуг по конституционной, информационной и методической поддержке. Специалисты администрации городских округов, курирующие направления по молодежно-волонтерскому движению и представители добровольческих отрядов из 5 субъектов Северного Кавказа смогли сегодня узнать стратегию развития центра, а также роли государства в плане финансирования. Добровольцы и так занимаются своей деятельностью, видят их государство или нет. Цель государства в этом случае – увидеть тех, кто помогает им реализовывать собственные государственные функции. И если они видят какой-то социально-экономический выхлоп, при небольшой поддержке увеличить этот эффект для государства, для благополучателей или для региона. На сегодняшний день в республике добровольческой деятельностью занимается около 1300 человек. Это Российский союз молодежи, волонтеры Победа и Ассоциация студентов Ингушетии и другие благотворительные организации. Объединить их все в один большой комплекс волонтерских услуг станет возможным уже в конце этого месяца. Как отметили в Комитете по делам молодежи, работа по созданию такого центра уже ведется. В республике активно внедряется стандарт добровольчества. Это поэтапный такой масштабный стандарт, где пошагово нужно отработать все моменты. Можем сказать, что мы уже где-то до середины дошли, но одним из важнейших этапов является открытие ресурсного центра добровольчества. Сегодняшний семинар служит навигатором для тех, кто стремится сделать жизнь удобнее и лучше. Его организаторами выступил Межрегиональный центр общественных инициатив вместе с Федеральным агентством по делам молодежи. Округа между собой различны, и то, что волнует сегодня Северо-Кавказский федеральный округ, в меньшей степени может волновать представителей Дальневосточного федерального округа. Поэтому проведение такого семинара-совещания, оно оправдано, оно подчеркивает лишний раз специфику, своеобразность, и уникальность того или иного федерального округа. В целом, уже в июне месяце мы соберемся на подведение итогов экватора года добровольца, когда мы перешагнем вот эту черту, будем все ближе и ближе приближать к себе финальную дату, 5 декабря, непосредственно День добровольца. Поэтому, собственно говоря, для этого мы и собрались. Управление проектами, команда школьных объединений, коллективов, серебряных волонтеров, инфраструктура и поддержка добровольчества. Все эти вопросы также актуальны на сегодняшний день. Уже завтра активисты смогут пройти ряд обучающих тренингов по совместной работе на этот год. Жрадат Холухоева, Мербек Межуев, Новости 24.